Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе. Аслан Джаниев встретился с представителями депутатского корпуса. Темой встречи стало обсуждение необходимости скорейшего принятия некоторых законов. Сотрудники ГСО сняли тонировки со служебных машин, находящихся в пользовании личной охраны президента. В Министерстве просвещения состоялась встреча с делегацией научно-технологического университета «Сириус». Объявлен конкурс короткометражных и документальных фильмов, посвященных 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Аслан Джаниев встретился с представителями депутатского корпуса, спикером парламента Лашей Ашуба, вице-спикерами Астемуром Аршба, Шотом Минасяном, Фазлыбием Авицба, а также руководителями парламентских комитетов. Во встрече также приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьер Беслан Джопуа, Кристина Узган, Владимир Делба, руководитель администрации президента Джансух Нанба и руководители правоохранительных структур. Темой встречи стало обсуждение необходимости скорейшего принятия некоторых законов, касающихся правоохранительной системы, вопросов безопасности и привлечения инвестиций. Накопились вопросы, накопились определенные законопроекты, которые лежат в парламенте, и необходимость их принятия или работы над ним и в последующем принятия – это насущная потребность сегодняшнего дня. Есть предложения, которые поступили из Министерства внутренних дел. Сегодня Лаша Нукзарович говорил о том, что работа в этом ключе проводится, правильно? Это по части предложений по усилению мер ответственности за нарушение правил дорожного движения, правил регистрации транспортных средств и так далее. В подвижном состоянии у нас находится пакет законопроектов, который поступил более года тому назад, который был разработан рабочей группой под руководством Сергея Ивановича Шамба. Это тоже имеет непосредственное отношение к работе правоохранительных органов, судебной системы и Генеральной прокуратуры. Эти законопроекты необходимо рассмотреть. Эти законопроекты должны облегчить работу правоохранительных органов. В конечном итоге все это нам должно помочь в плане понижения уровня преступности. Все наши экономические проекты крупные, для того, чтобы они были реализованы, мы должны решить вопрос о правовом статусе таких видов гостиниц, как апарт-отели. Апарт-отель – это гостиница, это разновидность гостиницы. Но нам необходимо, чтобы мы более четко определили правовой статус этого вида гостиничного бизнеса. Я и позавчера на совещании говорил, и сегодня хочу особо подчеркнуть следующее. Нам для того, чтобы придать импульс развитию экономики, без привлечения внешних инвестиций не обойтись. Благоприятная картина для привлечения инвестиций, она сложилась вчера, она еще сегодня существует. Мы должны подкорректировать наши законы. В Министерстве обороны подвели итоги проведения мероприятий по подготовке войск за январь 2023 года. В мероприятии, проходившем под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенанта Владимира Савченко, приняли участие заместители министра обороны, начальники управления, отделов и служб оборонного ведомства, командиры воинских частей, начальник медицинской службы, военные комиссары городов и районов республики. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Владимир Савченко поблагодарил личный состав за проделанную работу в интересах укрепления обороноспособности и повышения боевой подготовки войск. Подводя итог, он обратил внимание присутствующих на эффективное и качественное проведение мероприятий боевой и морально-психологической подготовки. В целях защиты от угроз военного или террористического характера Кабинетом министров принято постановление о временных бесполетных зонах, согласно которому установлен запрет на использование воздушного пространства над рядом объектов стратегического значения. К таким объектам относятся комплексы административных зданий, объекты правоохранительных органов СГБ, ГСО, МВД, здания дипломатических и консульских учреждений, места расположения государственных органов, а также все объекты военной инфраструктуры. Использование
использование воздушного пространства запрещено для осуществления полетов, в том числе беспилотных летательных аппаратов, фото- и видеофиксации коптеров и дронов. Во-первых, устанавливается требование о запрещении использования воздушного пространства над всеми объектами военной инфраструктуры нашего государства, которые располагаются на территории нашей страны. Это, соответственно, обусловлено, как мы прекрасно понимаем, возросшими в определенной степени угрозами военного или террористического характера. И, в принципе, это превентивная мера, которая используется во многих государствах. Второй важный аспект заключается в том, что данное постановление Кабинета министров определяет перечень объектов, над которыми, соответственно, тоже предполагается установление запретных зон. В случае необходимости или расширения данного перечня это возможно только посредством внесения соответствующих изменений в постановление Кабинета министров. Также нужно будет обратить внимание, что в случае необходимости установлены определенные исключения из данного запрещения, к которым можно будет отнести использование этого пространства как в интересах самих субъектов. К примеру, можно будет привести проведение, например, поисково-спасательных работ, проведение, допустим, работ или мероприятий, связанных с землепользованием, землеустройством. В зависимости от назначения объекта и, соответственно, условной подведомственности его обеспечения безопасности и охраны, в постановлении назван конкретно государственный орган, по согласованию с которым возможно использование воздушного пространства на определенной территории над определенным объектом. Согласно плану, подразделения Центрального аппарата МВД провели оперативно-тактические учения, в которых принял участие министр Вальтер Будба. После инструктажа по тактической части состоялась практическая стрельба из всех имеющихся в распоряжении ведомства видов огнестрельного оружия. Вальтер Будба отметил, что учения проводятся стабильно для повышения практических навыков стрельбы сотрудников. Особую их актуальность правоохранители подчеркивают ввиду общеполитической обстановки в мире. У нас проходят плановые занятия по боевой подготовке, значит, с инструкторами, как положено. Ответственно у нас по боевой подготовке всего Министерства внутренних дел Свишбараш Северянович. Ну вот я, как сегодня, как подчиненный, занимаюсь в составе группы. Сегодня у нас выделен отдельно день для проведения занятий по боевой подготовке руководящего состава Министерства внутренних дел. Боевая подготовка – неотъемлемая часть нашей подготовки в целом для решения поставленных перед нами задач. В свете ситуации международной, как известно, на базе Министерства внутренних дел формируется сводный батальон. Ну, соответственно, мы хотим соответствовать сегодняшним реалиям. Боевое занятие проходит в штатном режиме. Кстати, хочу отметить, что руководящий состав Министерства внутренних дел достаточно успешно поражает цели. В Сухумском районе изъяты тайные закладки с психотропным веществом в особо крупном размере. Задержан житель города Сухум. Также следственным подразделением Гагарского районного УВД расследуется уголовное дело в отношении жителя села Псахара. А у жителя поселка Бзыпта изъяты огнестрельное оружие и наркотическое средство. Все подробности в материале пресс-службы МВД. Представьте, пожалуйста, фамилия, имя, отчество. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен и впоследствии задержан подозреваемый в распространении наркотических средств в Сухумском районе, житель столицы Кицбая Валерий Александрович, 2000 года рождения. Запрещенный в гражданском обороте, наркотические вещества, оружие, боеприпасы. Что у вас с собой? Наркотическое вещество. Где вы его храните? Мужчина пояснил, что ранее приобрел запрещенное вещество амфетамин, которое реализовывал в местах тайных закладок. Один сверток оставил себе в качестве оплаты. Амфетамин. Где вы его приобрели? Тайным закладом. То есть вы его приобрели путем тайных закладок, так? Тайным закладом. Да, где, когда? В Личкопе. В селе Личкоп. Так, сколько в общем? 5 штук приобрел, 4 положил, 5 оставил в качестве оплаты. То есть у вас сейчас при себе находится только один сверток? Да. А остальные где вы Сделал тайные заклады. Сделали тайные закладки. А где именно? При личном досмотре у гражданина был изъят заизолированный сверток с порошкообразным веществом внутри, который опечатан для проведения экспертизы.
данном пакетике еще один пакет, в котором содержится белое порошкообразное вещество. Данное вещество с ваших слов является амфетамин. Это амфетамин. Изъято у гражданина будет паковаться в бумажный конверт белого цвета. Готовы ли показать? При обследовании участка местности по улице Армейская в селе Баслата Сухумского района при участии граждан, приглашенных в качестве понятых из мест тайных закладок, на которые указал гражданин Кицбая, сотрудники милиции изъяли 4 свертка с аналогичным содержимым в них веществом. Метров от проселочной дороги гражданин Кицбая под камнем указал место, в котором находится аналогичный изъятый у него самого сверток, заизолированный зеленой изолентой. При вскрытии данного свертка в нем обнаружилось белое порошкообразное вещество. Данное вещество также будет паковаться в белый бумажный конверт. По результатам проведенного исследования в экспертно-криминалистическом центре МВД установлено, что в изъятом у гражданина Кицбая свертке, а также в свертках, обнаруженных в местах уже сделанных тайных закладок, содержится психотропное вещество амфетамин. В вскрытии свертка в нем обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакетик, содержащимся в нем белым порошкообразным веществом. Так. В настоящее время Валерий Кицбай отбывает 15 суток административного ареста. При задержании последний пребывал в состоянии наркотического опьянения. В результате медицинского освидетельствования в наркологическом диспансере у задержанного установлен факт потребления наркотических средств, метадон и каннабиоидов. По признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 223 и пунктом В, частью 3 статьей 224 Уголовного кодекса, в отношении гражданина Кицбая возбуждено уголовное дело. Последнему вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка психотропного вещества в крупном размере без цели сбыта и аналогичные деяния, совершенные с целью сбыта в особо крупном размере. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Сухумскому району. Следственным подразделением Гагарского районного управления внутренних дел расследуется уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 224 прим. 1 и части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики в отношении жителя села Псахара Гагарского района Пащан Владимира Георгиевича, 1988 года рождения. Сотрудниками уголовного розыска райотдела в ходе личного досмотра гражданина Пащан было обнаружено и изъято наркотическое вещество мефедрон в крупном размере, что установлено в результате проведенного исследования экспертами экспертно-криминалистического центра МВД Республики Абхазия. Вышеназванный гражданин незаконно вез на территорию Абхазии наркотики, был задержан после пересечения зоны таможенного контроля КПП ПСОУ. Решением суда Гагарского района Владимир Пащан заключен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. Жителю поселка Бзыпта Гагарского района вменяются преступления, предусмотренные частью 1 статьей 217 и частью 1 статьей 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия. В ходе личного досмотра Гобидзашвили Давида Зурабовича, 1982 года рождения, проводимого с участием граждан, приглашенных в качестве понятых, обнаружено и изъято вещество растительного происхождения со специфическим запахом. В ходе досмотра автотранспортного средства, которым на момент задержания управлял гражданин Гобидзашвили, сотрудниками милиции обнаружен и изъят автомат системы Калашникова калибра 5,45 мм с 27 патронами к нему. Согласно проведенной экспертизе в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии, вещество, изъятое в ходе личного досмотра, является наркотическим средством каннабис, то есть марихуана. Автомат технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми. Оперативную информацию реализовали сотрудники уголовного розыска и участковые полномоченные милиции общественной безопасности райотдела. Давид Гобидзашвили отпущен под подписку о невыезде. Расследование проводит отдел дознания Гагарского РУВД. Министр внутренних дел Вальтер Будба на совещании у президента обратился к коллегам с просьбой подать пример гражданам и начать пристегиваться, а также растонировать стекла своих машин. Глава государства поддержал данную инициативу и предложил министру начать с автомобилей президентского кортежа. Так, 27 января на госдаче Аслан-Абжания в присутствии сотрудников МВД сотрудники Государственной службы охраны сняли тонировки со служебных машин первого отдела ГСО, находящихся в пользовании личной охраны президента по приказу начальника ГСО Дмитрия Дбар.
Сегодня по поручению президента прошло мероприятие по расстанированию стекол, передних стекол автотранспортных средств, сопровождающих президента. Также было дано поручение, чтобы расстанировали все свои автотранспортные средства министры, главы районов. Министр здравоохранения Эдуард Будба посетил Ткварчалскую районную больницу. Министр ознакомился с работой медучреждения, пообщался с пациентами и провел совещание с активом ЦРБ. Подробнее в репортаже пресс-службы Минздрава. Центральная районная больница, несомненно, гордость города Ткварчал. Новое, оборудованное по всем стандартам здание, обслуживает пациентов всего района и близлежащих сел, что весьма важно и актуально. На базе больницы есть станция скорой помощи. По первому вызову медики выезжают в разные точки, в том числе горные села. Для этих целей при поддержке Минздрава и финансовой помощи главы государства Аслана Бжания для ЦРБ приобретен новый автомобиль. В нашем автопарке было 2 автомобиля, и так как 1 января открылось отделение скорой помощи, приемный покой, вот мы остались без автомобиля и мгновенно отреагировали на нашу просьбу. Президент, глава Минздрава и наши пациенты могут сейчас тяжело больные, мы их перевозим именно на этом автомобиле, он для перевозки тяжело больных. Министр Эдуард Будба обошел лечебные кабинеты учреждений. По словам медиков, больные стали обращаться чаще. Так, за 2022 год число посещений в поликлинику составило 22 698 человек. В период сезонных заболеваний часто обращаются в кабинет физиотерапии. Вот честно скажу, физиотерапия у меня шикарно идут. Месяц 30, 27, 25. Бывает иногда и больше. Да. И, врачам очень идут к нам. Из нововведений в больнице оцифрованные аппараты рентгенографии. В Минздраве сочли неправильным использование в новых корпусах больницы старой аналоговой техники. Хотели вас поблагодарить за оцифровку наших рентгенаппаратов, и 1, и 2 оцифрованы. Наши пациенты и города, и района полноценно могут рентгенографию проходить. И мы очень довольны. Сколько вы были без рентгена? 3 месяца. Вот, видите, это не дело. Огромное вам спасибо. Из Ткварчала, нашего красивого города, хорошего, ездили на рентген в другие районы, в Ачевчинский район, в частности, из Ткварчала ездили в Сухуми. Это мы исправили. После обхода Эдуард Будба провел совещание с активом больницы. Специально, не скрою, приехал сюда поговорить о сложных моментах, которые здесь есть, о лечебном процессе, о административном управлении, о хозяйственной части. Вот сейчас мы пошли, посмотрели дизель, генератор вышел из строя. Конечно, это недопустимо. Сейчас максимально в кратчайшие сроки сейчас созвонились с поставщиками, которые должны прислать эту запчасть, чтобы у нас ЦРБ Ткварчалского района максимально оперативно было введено в эксплуатацию в плане дизельного обеспечения. Министр поблагодарил коллектив за самоотверженность, проявленную медиками в ходе пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что впереди у ЦРБ много планов и задач, которые необходимо воплощать в плотном взаимодействии всех сотрудников. Эдуард Будба акцентировал внимание на недопущении внутриколлективных распри, подчеркнув, что руководство Минздрава готово оказывать ЦРБ содействие в решении всех возникающих вопросов. Министр просвещения Налгабля принял делегацию научно-технологического университета «Сириус» во главе с заместителем первого проректора университета, исполняющим обязанности директора колледжа «Сириус» Еленой Саврук. В ходе встречи стороны обсудили план дальнейшего сотрудничества. Репортаж Алики Трапш. Приветствуя делегацию научно-технологического университета и колледжа «Сириус», министр просвещения Налгабля рассказал, что сотрудничество с IT-колледжем «Сириус» важный и значимый проект. Мы всегда вам рады, вашим коллегам. С многими мы знакомы и часто бываем на территории, федеральной территории «Сириус». И безумно благодарны за всеобъемлющую поддержку нашей молодежи. Вот уже 2 года наши студенты имеют возможность обучаться в стенах IT-колледжа «Сириус». Сам с ними общаюсь, и надеюсь, в этом году тоже мы приедем, посмотрим на ваших первокурсников, на их результаты. Во вторник у нас было обширное совещание с президентом республики, он тоже интересовался успехами наших студентов.
Поэтому для нас это очень важный проект взаимодействия с федеральной территорией Сириус, в частности с IT-колледжем. И мы готовы только наращивать наше взаимодействие, сотрудничество, расширять формы, направления. Заместитель первого проректора научно-технологического университета «Сириус» и исполняющая обязанности директора колледжа «Сириус» Елена Саврук поблагодарила за прием. Она сообщила, что скоро во всех образовательных учреждениях «Сириуса» стартует приемная кампания. И, конечно же, наращивание двустороннего сотрудничества – одной из важных задач. Елена Саврук также подчеркнула, что есть ряд проблем, которые необходимо решить. Например, по IT-колледжу, да. Если мы говорим про IT-специальности, то мы берем с математикой, информатикой ребят. И анализируя аттестаты ваших ребят, у них не всегда есть информатика, но у них есть дополнительные образовательные программы, они заканчивают. Да. Мы в прошлом году это засчитывали. Но здесь нужна какая-то системность. Да. Хотелось бы на самом деле посмотреть, почему. То есть во всех школах Абхазии нет информатики в 9 классе или только определенные школы, да, и здесь вот дальше выработать какие-то пути решения, потому что не хотелось бы отказываться от ребят, но у нас с нашей стороны есть тоже законодательство, есть ограничения, и здесь мы заинтересованы, чтобы вместе с вами решить. Кроме того, Елена Саврук сообщила, что с 1 сентября 2024 года «Сириус» открывает набор на IT-бакалавриат, куда могут поступить как и выпускники колледжей, так и те, кто окончил 11 классов. По словам первого заместителя министра просвещения Ады Кварчели, выбор учебных учреждений «Сириус» был очевиден, в первую очередь из-за близости к Абхазии. С Сириусом, с вашим центром связываем огромные надежды, так как наша молодежь тоже ориентируется на современные тренды в образовании. И, конечно же, по логистике самые ближайшие соседи – это вы, нам это вдвойне удобнее. Думаем, что наше сотрудничество будет набирать обороты и будем наполнять содержанием. В ходе встречи стороны более детально обсудили вопрос дальнейшего сотрудничества и реализации новых проектов. Аля Катрапшрамукамки, Абхазское телевидение. Проведение конкурса короткометражных фильмов, посвященных 30-летию Победы в Отечественной войне народа, стало темой пресс-конференции, которая прошла в Министерстве культуры. Министр Даур Кови и члены рабочей группы кинематографистов рассказали о правилах и условиях конкурса. Репортаж Эсма Гуланцы. Свет, камера, мотор. Конкурс на создание фильма объявляется открытым. В номинациях 2 короткометражных и 1 документальный фильм. Конкурс посвящен 30-летию со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В рамках заявленной темы работы могут быть представлены в различных жанрах и с любого ракурса. Первый этап конкурса – это прием заявок на конкурс, который состоится с сегодняшнего дня, 27 января, по 27 февраля. То есть первый этап предусматривает прием заявок и синопсисов. Второй этап конкурса – это идет отбор представленных синопсисов членами комиссии с 6 марта. Мы начинаем эту работу. Третий этап конкурса – это прием сценариев. Четвертый этап конкурса – это определение победителей, которое состоится 10 мая. И пятый этап конкурса с 11 мая уже начинаются непосредственно съемки фильма. К участию в конкурсе приглашаются граждане Абхазии от 18 до 45 лет. В номинации «Документальное кино» верхний возрастной предел не ограничен. Все фильмы будут идти на абхазском языке с русскими субтитрами. Однако в исполнении героев допускается использование русского языка. Я уверен, что нашим молодым людям, да и вообще многим есть что рассказать, учитывая, что пережила Абхазия, какой многострадальный народ, и есть что рассказать миру. Это удобный и хороший, я думаю, самый нужный механизм, с помощью которого мы сможем доносить до масс о том, где находится Абхазия, что такое Абхазия, что мы вообще из себя представляем. Поэтому кино нужно поддерживать. На данном этапе это у нас 3 фильма. Дальше говорится, будет, я уверен, как можно больше. Мы будем уделять внимание при поддержке Министерства культуры. 3 лучшие работы получат гранты на экранизацию. 2 гранта по 300 тысяч от Министерства культуры. Документальное кино в размере 400 тысяч финансирует фонд инвалидов. Во всех войнах так, наверное. И настоящие герои остаются незамеченными. Кому интересно, мы будем говорить, кого можно отразить в фильме. Да?
И мы попросим, чтобы если надо интервью, чтобы дали, тоже попросим. Они особо не любят, но есть девочки у нас, которые ад прошли с нами. Их немного. Конкурс на создание фильма будет проходить с 27 января по 10 мая. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Министерство экономики Абхазии и Россотрудничества в рамках реализации проекта по восстановлению авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией информирует о выделении правительством России 32 квот на обучение в высших учебных заведениях по специальностям в области гражданской авиации на 2023-2024 учебные годы. За более подробной информацией обращаться в представительство Россотрудничества в Сухуме. Телефон 223 33 53 730 0990. Всю актуальную информацию также можно отслеживать в телеграм-канале и в социальных сетях «Русский дом» в Абхазии. И в завершении выпуска на погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 28 и 29 января на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Дождь разной интенсивности. В предгорных районах дождь со снегом, в горах снег. Температура воздуха ночью 1-3, днем 5-10 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.